Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғажайып қыс, чудесная зима. Бүгінгі сабақта балалар қыс туралы жазып үйренесің. Научитесь писать о зиме, составлять предложения и дополните свои знания о превосходной степени прилагательного. Жаңа сөздер: мұз айдын, сүңгі, сырғанақ, тебу. Қазақ тіліне тән дыбыстарына назар аударыңдар. О, ү, сүңгі, сырғанақ. Обратите внимание на специфические звуки. Пишем правильно и читаем правильно. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңе жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Жаңа сөздер. Балалар, мынау қандай сөз? Мына суретте қандай сөз бейнеленген? Мұз айдыны. Дұрыс. Мына суретте қандай сөз бейнеленген? Сүңгі. Дұрыс. Мына суретте бала не істеп жүр? Бала не істеп жүр? Сырғанақ, тебу. Яғни бала сырғанақ теуіп жүр. Жақсы, балалар, есте сақтап алыңдар. Есте сақтау, запомнить. Ойланайық. 67-ші бет, бірінші тапсырма. Мына берілген тапсырма бойынша сөз тіркестерін құраңдар. Составьте словосочетание. Ребята, словосочетание, как и в русском, так и в казахском языке, как образуется? Определение стоит перед определяемым словом. Если в данном случае у нас определяемое слово «күн», то определение вокруг. Если у нас определяемое слово «аймақ», определение «мұзды», «таулы». Мысалы, ұзақ күн. Күн қандай? Ұзақ. День какой? Долгий. Определение стоит перед определяемым словом. Жаңбырлы күн. Не, что? Күн. Күн қандай? Күн жаңбырлы. День какой? День дождливый. Мұзды аймақ. Мұзды аймақ. Аймақ қандай? Мұзды. Регион какой? Ледовитый. Тайғақ жер. Что? Не. Жер. Жер қандай? Тайғақ. Земля какая? Скользкая. Попробуйте составить с остальными словосочетания и перевести. Жақсы балалар, келесі тапсырма. 67-68 бет, бірінші тапсырма А бөлімі. Берілген сөздерден сөйлем құрастыр. Если мы только что составляли словосочетание сөз тіркесі, то сейчас составляем сөйлем, предложение. Теперь скажите, какова особенность составления предложений в казахском языке? Правильно, дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс. Сказуемое всегда стоит на последнем месте, в отличие от русского языка. Да, ребята? Есть свое неизменное постоянное место. Найдите в первом предложении мне сказуемое. Так как здесь все слова даны в разброс, мы должны составить правильное предложение. Правильно. Түседі. Наступает. Ставим в конце предложения. Что наступает? Темнота наступает, қараңғы түседі. А как она наступает? Она наступает рано. Значит, у нас наречие всегда стоит перед глаголом. Да? И когда темнота наступает, в какое время года? Қыста, зимой. Вот таким образом вы будете составлять предложение. Давайте попробуем еще одно предложение составить. Аппақ болады қыста айнала. Глагол болады. Что будет? Вокруг
есть вокруг? Есть. Что есть вокруг? Вокруг у нас белым-бело. Да? Вокруг белым-бело. А когда вокруг у нас белым-бело? Қыста, зимой. Қыста айнала аппақ болады. Посмотрите, у нас глагол всегда стоит в конце предложения, подлежащее в начале предложения, в зависимости от какое предложение мы составляем, да? У нас наречие всегда стоит перед глаголом, как наступает темнота рано, как смотрится округа белым-бело. И, естественно, когда определяемое слово стоит перед определение стоит перед определяемым словом, да? Қыста келесі сөйлем. Болады. Бывает, что бывает? Күндер, дни бывают. Как много дней бывает? Много дней бывает когда? Аязда. Какие дни? То есть не когда, а каких дней бывает много? Морозных дней бывает много. Күп. Опять же, наречие стоит перед глаголом. И давайте последнее предложение попробуем составить. Болады. Что может быть? Крау. Крау, ребята, новое слово, которое мы проходили на прошлом уроке. И не бывает. Как он выглядит? Красиво. И посмотрите, слово «өте» – очень. Очень красиво. Очень – это вспомогательное слово, то есть он образует кшөйтпелі шырай, превосходную степень прилагательного, поэтому всегда стоит перед прилагательным. Красивые инеи бывают когда? Зимой. Жақсы балалар. Вот теперь обратите внимание на образование предложений в казахском языке. С остальными предложениями попробуйте сами самостоятельно составить и написать в комментариях, чтобы я могла вам их просмотреть. Есте сақта, 62-ші бет. Смотрите, мы только что с вами проговаривали про словосочетание «өте әдемі». Да, очень красивый. Тым қауіпті. Очень опасный. Слово «қауіпті» мы проходили на прошлом уроке. Қауіпті, опасный. Что за слова это? Это превосходная степень прилагательных. Сын есімнің күшейтпелі шырайы. На прошлых уроках мы с вами уже знакомились с первой частью этого правила, которое образуется с повтором первого слога, добавлением суффикса «п». Қара, қап, қара. Кто не проходил, я оставлю ссылочку внизу. Основное, что мы сегодня проходим, это превосходная степень прилагательных. Сын есімнің күшейтпелі шырайы. Второй способ. Это вспомогательные слова. Ең, самый, аса, наиболее, тым, слишком, өте, очень. Мысалы, ең аязды күн, самый морозный день. Өте суық жел, очень холодный ветер. Тым үлкен, аса қолайлы күн. Наиболее благоприятный день. Внимательно посмотрите и жазып алыңдар, запишите. Каждое вспомогательное слово, которое образует превосходную степень прилагательных, имеет особенность в своем переводе. Ең, самый, аса, наиболее, тым, слишком, өте, очень. Есте сақтаңдар, запомните, жазып алыңдар, запишите. Айтылым, 68-ші бет, 3-ші тапсырма. Қажетті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Қажетті сөздер, қажетті, нужные слова, то есть опорные слова. Пайдаланып, сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы, используя опорные слова. Таза ауа,
чистый воздух, әдемі, аппақ, боран, аяз, жел, қатал, қатты, ұзақ, қысқа, шаңғы, шана, сырғанақ, мұзайдын, сүңгі, қар. Ребята, все слова нам знакомы. Шырша, аяз ата, жаңа жыл, мезгіл, таң рассвет, кеш, вечер, қараңғы ерте түседі, мы это словосочетание уже знаем, жарық, сынап, бағанасы. Используя эти слова, вы должны будете ответить на вопросы. Қыста сен үшін не әдемі? Сен үшін, для тебя, зимой. Что самое красивое? Вместо вопроса отвечаете, подставляете ответное слово. Қыста табиғат қандай? Какой? Қыста табиғат, допустим, әдемі. Қыста қандай ойындар ойнайсың? Қандай? Какие ойындар, игры играете? Мы такую тему уже с вами проходили. Қыста, допустим, катаюсь на санках. То есть такое предложение вы должны составить при ответе на третий вопрос. Зимой я катаюсь на санках. Или зимой я катаюсь на коньках или на лыжах и так далее. Төртінші. Қыста болатын спорттық жарыстарды ата. Спорттық жарыс. Спортивные игры, спортивные соревнования. Ата, ребята, в данном случае ата переводится назови. Назовите спортивные игры, именно зимние спортивные игры. Напомню, на прошлом уроке мы с вами проходили фигурное катание слова, да? Оно относится к спортивным играм. К спортивным играм также можно относить что? Шаңғы, мұзайдындағы сырғанақ, да? Хорошо. Бесінші. Қыс саған ұнай ма? Ұнамай ма? Зима тебе нравится или не нравится? Отвечаем. Қыс маған ұнайды, нравится. Өйткені, потому что. На прошлом уроке мы с вами изучали выражение өйткені, потому что. Приводим доводы. А почему оно тебе нравится? Өйткені и пару слов, пожалуйста. Почему она вам нравится? Или ұнамайды, не нравится. Тоже все равно через запятую өйткені, почему она вам не нравится. Қыс мезгілі болмағанын қалар ма едің? Болмағанын қалар ма едің? Желаешь, чтобы зимы не было? Да или нет? Қыстың адамға пайдасы қандай? А какая польза зимы для человека? Подумайте над этим вопросом. Ответьте, пожалуйста. Жауап беріңдер. Жазылым. 69-шы бет, 4-ші тапсырма. Құрылымды қолдан. Используй данную схему. Қыс ғажайыбы деген мәтін жаз. Напиши текст на тему Қыс ғажайыбы. Чудеса зимы. У вас дана схема. Есть начало текста и оконцовка текста. Қорытынды айтқанда, то есть в заключении. Да? Есть у вас начало и заключение. Қыс ғажайып мезгіл. Зима – чудесное время года. Оның табиғаты ерекше сұлу. Его природа особенно красива. И дальше вы пишете свое отношение к зиме. Вы можете использовать устное выражение предложения с предыдущего упражнения, когда вы устно отвечали на вопросы. Да? Это была у вас уже небольшая подготовка к данной письменной работе. Какая зима? Почему она вам нравится? Что вы любите играть зимой? Да? И так далее. И қорытынды заключение. Қорыта айтқанда в заключение. Қыс маған өте ұнайды. Она мне очень нравится. Қыс мезгілін жыл сайын асығып күтемін. Каждый год я жду зимы. Жақсы балалар.
тақырып түсінікті болса, тапсырмаларды орындаймыз. Сау болыңдар балалар.